Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь. В Аку состоялся круглый стол. Политической партии Амцахара исполнилось 25 лет. В Сухуми прошел 16-й съезд организации. «Я люблю тебя, жизнь» – легендарная программа Хибла Герзмавы Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучала в Сухуми. 17 октября завершаются оперативно-тактические учения абхазской армии, которые проходят круглосуточно по всей территории Абхазии с 13 октября. В четверг десантные подразделения вооруженных сил Абхазии успешно отработали высадку и боевые действия в условиях максимально приближенных к боевым. Под руководством главнокомандующего вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба прошел завершающий этап оперативно-тактических учений вооруженных сил Абхазии. В масштабных маневрах принимали участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России. Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях, приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники и средств радиоэлектронной борьбы. В учениях также была задействована тяжелая бронетехника и авиация. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, войска Вооруженных сил Республики Абхазии и Вооруженных сил Российской Федерации совместным действием по плану учений готовы. Начальник Генерального штаба генерал-полковник Савченко. Принял, приступаю. Отделение района боевой выставлены людей и техники. Противника замечены в районе Бани. Расстояние, проходимое самолетом БПЛА простейшего класса, в разы превосходит рабочие дистанции коптерных систем. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба подвел итоги оперативно-тактических учений. Сегодня продолжились оперативно-тактические учения. С утра производилась высадка десанта в Гагарском районе на полигоне Ачмарда. Сегодня вечером одновременно на 3 полигонах Цабал, Ачмарда, Нагвало проходят боевые стрельбы, учения. Вы обратили внимание, что стрельбы на полигоне Цабал начались еще засветло и перешли уже в темное время суток. Это фактически первый раз в этом году мы проводим учения именно в ночное время суток с применением ночных и средств, которые позволяют принимать оперативные решения и достигать необходимых целей и задач. Сегодня ведется слаживание, отработка и координация действий между подразделениями. Уже завтра мы завершаем учения и будем подводить первые итоги. В Абхазском государственном университете состоялся круглый стол на тему «Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь». Перед его началом АГУ и Российский государственный гуманитарный университет заключили соглашение о сотрудничестве. В работе круглого стола приняли участие президент Бадра Гунба, представитель администрации президента России, ведущих российских вузов. Подробности у Заура Кварчия. Перед началом круглого стола в Абхазском государственном университете было подписано соглашение о сотрудничестве между АГУ и Российским государственным гуманитарным университетом. Документ направлен на развитие академических, культурных и научных связей, а также реализацию совместных образовательных проектов.
Сразу после церемонии подписания состоялся круглый стол «Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь». Во встрече приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, а также представители научного и образовательного сообщества двух стран. Дорогие друзья, уважаемый Александр Дмитриевич, сердечно приветствую вас в Сухуми на открытии круглого стола «Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь». Выражаю искреннюю благодарность Абхазскому государственному университету и лаборатории социологических исследований за организацию этой очень значимой дискуссионной площадки. Подобные просветительские инициативы крайне важны для глубокого осмысления основ наших братских взаимоотношений. Отрадно видеть в числе участников представителей академического сообщества, государственных структур и образовательных организаций. Ваша экспертная работа, направленная на укрепление духовных и культурных связей между Абхазией и Россией, заслуживает самой высокой оценки. Тема нашего общего цивилизационного пути имеет особое значение для понимания прошлого и определения пути в будущее. Нас объединяют общие ценности, основанные на уважении к традициям, морали и духовным основам. Сегодня важно говорить о том, как передать эти ценности молодому поколению, которым предстоит сохранить и развить уникальный опыт абхазо-российского взаимодействия. Убежден, что содержательный диалог в рамках круглого стола послужит дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами и народами. А выработанные рекомендации найдут свое практическое применение. Желаю всем участникам плодотворной работы, интересных дискуссий и новых конструктивных идей. Спасибо, дорогие коллеги. Еще раз позвольте вас поприветствовать. Ректор АГУ Олег Огварамя подчеркнул, что встреча стала продолжением активного взаимодействия с российскими вузами и новым этапом в развитии совместных инициатив. Первые шаги, которые мы воочию все видим в последнее время, показывают, что Россия очень настроена на то, чтобы Абхазия действительно развивалась. И здесь наша задача в том, чтобы содействовать тем шагам, которые предпринимает Россия. Александр Харичев представил концепцию социальной архитектуры. Подход к управлению, основанный на проектировании общественных изменений через социальные инициативы. Появляются новые профессии, старение населения, информационные новые площадки и платформы, цифровизация всего и вся. И на этом фоне, конечно, социальная ткань меняется. И социальные институты порой не успевают за этими изменениями. Мы называем это идеальным штормом, и это говорит о том, что необходимо просто сегодня не ждать, а строить, заниматься социальным прогнозированием и построением моделей социальных изменений. Мы пришли к этому выводу уже в прошлом году и активно занялись этой работой. Это некая целенаправленная деятельность по проектированию и организации общественно значимых изменений. О духовных и культурных основах государственности говорил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. По его словам, абхазские и русские народы объединяют общий исторический опыт и схожие цивилизационные ценности. Вы знаете, исследования наши показали, что вот цивилизационный код россиян, русских и абхазов, он, в общем-то, очень близок. Это результат, в том числе, и того исторического пути, который мы все прошли. Мы помним, и я лично помню, как абхазский народ побеждал, тяжело, трудно побеждал в Отечественной войне. И вот в результате этой победы укрепилось единство, то, что мы называем идентичностью абхазского народа. Нечто подобное мы сейчас переживаем, когда весь коллективный Запад
пошел на нас войной, гибридной войной. И вот то единство, которое мы достигли, это единство во всех поколениях. Это некая ценность, которая, в общем-то, нас с вами сближает. Круглый стол стал продолжением работы лаборатории социологических исследований, созданной при Центре науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете. Здесь изучают актуальные запросы общества и собирают данные, которые помогают в дальнейшем развитии республики. Участники подчеркнули, что такие встречи становятся важной площадкой для обмена идеями и укрепления гуманитарных связей между Абхазией и Россией. Заур Кварча, Торник Амичба, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. 16-й съезд политической партии Амцахара, посвященный ее 25-летию, прошел в Сухуми. На съезде присутствовали президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бегвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, представители ветеранских сообществ, ветераны и их родственники, герои Абхазии, члены и сторонники политической партии Амцахара и другие высокопоставленные гости. Открыл 16-й съезд политической партии Амцахара президент Бадра Гунба. Обращаясь к ветеранам, участникам и гостям съезда, он поздравил их с юбилеем, отметив активное участие организации в общественно-политической жизни страны. Сочетание вашего бесценного опыта и энергии молодости позволяет партии сегодня играть активную роль в служении и решении ключевых вопросов государственного характера. Это еще раз подчеркивает важность партийного строительства в нашей стране, особенно для тех политических сил, которые опираются на твердые идеалы патриотизма и служения своему Отечеству. Особо президент подчеркнул, что Амцахара – это не просто политическая организация, это объединение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, и подчеркнул их особую значимость. Особо хочу подчеркнуть, Амцахара – это не просто политическая организация, это объединение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Вы, люди, которые не жалели себя, свои силы и своей жизни в самый сложный период для нашей страны. И в мирное время вы стояли и стоите на защите интересов Родины, являясь надежной опорой для государства. Также в ходе съезда президент Бадра Гунба сообщил, что подписал указы о награждении государственными наградами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Орденом Ахдзепша посмертно награждены герой Абхазии Салыбей Ардзенба и кавалер ордена Леона Гари Айба. Также орденом Ахдзепша наградили кавалера ордена Леона Батала Джапуа и героя Абхазии Виктора Тванба. Орденом Ахдзепша посмертно награждены герои Абхазии Ардзенба Салыбей Засимович и Айба Гарик Григорьевич. Мною также подписаны указы о награждении ордена Ахдзепша кавалера ордена Леона Джапуа Батала Рошневича и героя Абхазии Дванба Виктора Шаловича. По словам председателя партии Алексея Цугба, сегодня Амцахара ставит перед собой задачу консолидации общества, укрепления государственности и повышения уровня жизни граждан. Наша партия выросла из братства, рожденного в трудные военные времена. И это братство мы пронесли через все эти годы. Мы показали, что можем быть консолидирующей силой, способной объединить разные поколения вокруг идеалов справедливости и патриотизма. По словам главы партии Айтайра Леонида Лакербая, Амцахара возникла как союз для помощи ветеранам войны, а со временем превратилась в силу, определяющую настоящее и будущее Абхазии. Мы с Амцахарой вместе прошли очень серьезный путь. Стратегически мы всегда были единомышленниками, тактически были определенные моменты, но в конечном итоге мы всегда находили понимание и выступали единым фронтом. И я считаю, что в эти годы удалось несколько раз отвести страну от той критической черты, за которой стоял бы вопрос ее существования.
Участвовали в съезде партии Амцахара и российские гости. Депутат Государственной Думы Александр Ремесков подчеркнул, что участие в съезде партии Амцахара – это возможность встретиться и пообщаться с настоящими героями-ветеранами, которые сохранили свое боевое братство и объединили разные поколения жителей Абхазии, приверженных идеям патриотизма. Искренне рад приветствовать всех вас, истинных патриотов, настоящих борцов за справедливость. В годы Отечественной войны народа Абхазии вы на поле боя отстояли свободу своей Родины. Сегодня вы не только бережно сохраняете память об этих исторических событиях, но и на политическом поле продолжаете бороться за подлинную независимость своей страны, за успешное социально-экономическое развитие и национальную безопасность Абхазии. Выступили на съезде партии и члены молодежного крыла, так как сегодня Амцахара – это партия, которая объединяет не только ветеранов, но и молодых людей, которые видят свое будущее в продолжении дела и основ, заложенных теми, кто стоял у истоков партии. Марианна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Черноморэнерго сообщил об утверждении договора публичной оферты на поставку электроэнергии для бытовых нужд. По новому договору права и обязанности абонентов и РУП Черноморэнерго зафиксированы в едином, доступном для всех документе. Договор полностью соответствует актуальному законодательству Абхазии и учитывает специфику энергосистемы в республике. В документе детально прописаны все этапы взаимодействия от подключения до расчетов, что минимизирует возможные споры и недопонимания. Благодаря новому договору оферте Черноморэнерго впервые может предложить абонентам, испытывающим финансовые трудности, гибкие процедуры реструктуризации задолженности. Документ опубликован на официальном сайте Минэнерго и является единым для всех граждан. График отключения электроэнергии введен в Очимчирском районе, сообщает Минэнерго. С 16 по 31 октября ежедневно с 10 до 16:00. Без электроснабжения останутся подстанции Моква и Куачара. Отключение связано с плановыми работами по реконструкции линии электропередачи 35 киловатт Моква. Впервые операцию по установке временного электрокардиостимулятора провели в республиканской больнице. Пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на выраженную слабость, головокружение, одышку и боли в грудной клетке. Обследование выявило у пациентки инфаркт миокарда по нижней стенке левого желудочка. Медики провели сложную манипуляцию. В полость правого желудочка сердца был установлен электрод. К нему подключили наружный кардиостимулятор. Операцию провела врачебная бригада, аритмолог Энвер Зыкир, кардиолог Шеризан Аграба и реаниматолог Дмитрий Бабинцев. После стабилизации состояния пациентки в сопровождении бригады реаниматологов перевезли в Сочинскую клиническую больницу номер 4. Об этом сообщает телеграм-канал Республиканской больницы. Новости культуры. Легендарная программа «Я люблю тебя, жизнь» прозвучала в Сухуме. Концерт Хиблы Гирзмавы Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова состоялся 15 октября в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Это музыкально-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы. Концерт прошел при полном аншлаге. На площади перед театром установили большой экран. Все сидячие места были заняты, а десятки людей слушали концерт стоя. Благодаря онлайн-трансляции к событию присоединились тысячи слушателей из разных городов России и зарубежных стран. Абхазским танцем в исполнении народной артистки Майи Гирзмава встречали в театре дорогих гостей художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и народную артистку России и Абхазии Хиблу Гирзмава. Особо теплый прием становится традицией. Вот так, например, артистов встречали в Краснодаре. Но
Новая музыкально-патриотическая программа «Я люблю тебя, жизнь» – это цельное художественное произведение. С первых секунд оно погружает в атмосферу Великой Отечественной войны, и никто не может остаться безучастным, когда звучит призыв «Вставай, страна огромная». Программа «Я люблю тебя, жизнь» посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне и состоит из 17 композиций военных и послевоенных лет, а также симфонических произведений композиторов-классиков и музыки из советских кинофильмов. Виртуозная игра музыкантов филармонического оркестра России вместе с тонким и чутким исполнением Хиблы Герзмава глубоко тронули зрителей. Это восторг, восхитительно. Тема тяжелая, но возвышенная. Знаете как, Хибла, приезд Хиблы, это всегда, это такое наслаждение, это заряд на будущее. Но в этом году она нас побаловала, она дважды нам дала грандиозные концерты. И я думаю, что это и справедливо. Во-первых, 80-летие великого Владислава Арцева, она их посетила, 80-летие Великой Победы. Это все как-то вместе связано. И сейчас мы получили заряд, еще один такой заряд до следующей встречи с ней. Мы ждем ее всегда с наслаждением, с восторгом. Еще до встречи вышла нам разлука, и все же теперь я вижу сны. Ну разве мы прожили б друг без друга? Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Все места в зале Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба были распроданы полностью, но насладиться концертом смогли все желающие. У входа в театр организовали бесплатную площадку со стульями и экраном, на котором шла прямая трансляция концерта. Заключительную песню программы «День Победы» зал слушал стоя, и когда достигли последние ноты, разразился овациями. Трижды Хибла Герзмава и Владимир Спиваков выходили на поклон, а люди все не прекращали аплодировать. Впечатление моря, потому что Хиблу послушать мы можем часто, но во всем мире, к сожалению, не все могут ее голос услышать. Желаем успехов нашим артистам. И я бы хотел, чтобы такие события происходили намного чаще. Я хочу поблагодарить за возможность слышать, видеть великих у нас здесь дома, на нашей сцене. Огромное спасибо. Сегодняшний концерт просто разорвал душу. Музыкально-патриотический проект «Я люблю тебя, жизнь» создан при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Выступление в Сухуме стало неожиданным и приятным продолжением фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Сборник «Абхазские рассказы» презентовали в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. В него вошли рассказы более 20 абхазских писателей разных поколений. Это литературный проект Международного сообщества писательских союзов. Изданию приурочено к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. К этому сборнику, когда общественность, наши литераторы знакомятся, я уверен, что будет много вопросов. Но первый блин обычно кома. В данном случае не совсем ком, потому что большинство текстов, подавляющее большинство текстов, это исторические произведения. Они представляют Абхазию, абхазскую литературу довольно полно и с самой лучшей стороны. Репортаж Фаины Мато о презентации сборника «Абхазские рассказы» в рубрике «Амшахты» смотрите после выпуска новостей.
Концерт в рамках 4-го инклюзивного фестиваля «Мир без границ» прошел в Абхазской госфилармонии. Председатель Международной ассоциации матерей детей инвалидов Инна Орлова рассказала, что Абхазия стала первой страной, куда фестиваль привез свою программу. Ранее он проводился в Подмосковье и собирал участников из России и стран СНГ. Представления уже прошли в Гагре и Гудауте, а 18 октября завершающее мероприятие состоится в Очимчире. Там выступят участники из Ткварчала и Гала. В Сухуми ребята представили кукольный спектакль по мотивам произведений Пушкина, танцевальные номера, стихи и песни. Помимо выступлений в рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы по арт-терапии. Мастер-классы для студентов факультета дизайна костюма прошли в Национальном университете в рамках 9-го международного пленэра «Краски осени Абхазии». Прибывшие в республику эксперты, педагоги школы дизайна, Высшей школы экономики поделились с будущими дизайнерами профессиональным опытом, раскрыли тайны индустрии и поведали о самых разнообразных способах творческой реализации. Подробнее об этом расскажет Рада Чучава. История, культура, экономика, медиа. Модная индустрия тонко переплетена с самыми важными и значимыми сферами человеческой жизни. Испокон веков костюм служил многим целям, от украшения и презентации себя до способов невербального общения и социального позиционирования. Фэшн-индустрия активно развивается и по сей день, с каждым днем изменяясь и отражая точно зеркало общественные веяния. Тому, как определить собственное направление в этом бесконечном потоке, как выстраивать взаимоотношения с брендами и не бояться выходить за рамки привычного, был посвящен первый мастер-класс, проведенный фэшн-дизайнером, преподавателем школы дизайна НИУ ВШЭ Лидией Чугуновой. Очень важная тема, потому что сама вошла тоже в эту тему, когда закончила институт, поняла, что очень много мне дали, но это нужно как-то применить в жизни, и было не совсем понятно. То есть все этапы, которые проходят работы в бренде, они все равно другие. Ты подстраиваешься, как я говорила, как котенка тебя бросили, и ты сам там плаваешь. Вот. И мне хотелось как раз с этими моментами всеми поделиться, чтобы ребята были готовы на что больше обращать внимание, или какие этапы. И я постаралась максимально полно это все объяснить и сжато в то же время, чтобы было понятно. Надеюсь, кто-то услышал это хотя бы на чуть-чуть и воспользуется моими советами. В лекционном зале собрались в основном студенты факультета искусств, направления дизайн костюма. Все с интересом, затаив дыхание, слушали спикера, рассказывающего порой и невероятные истории из профессиональной практики. Как поведала Лидия Чугунова, участвуя вот уж во второй раз в арт-пленэре в Абхазии, ранее она никогда не проводила мастер-классы для студентов, но занятие это, по ее признанию, по-настоящему вдохновляет. Я вообще люблю работать со студентами, с ребятами. В Москве тоже, мне получается, за год от 50 до 70 человек, и так каждый год. И мне нравится общаться и с ними в общем группами и отдельно, потому что они настолько разные, и ты видишь, как меняется поколение, как они по-другому мыслят. И здесь такой обмен происходит, когда ты общаешься, что не только я им даю знания, а по сути они через свое общение очень много мне дают понимания о мире, о их мире, который я, естественно, тоже перекладываю в свою работу фэшна. То есть как меняются, по сути, люди. Костюм древнеегипетской богини Изиды в постановке электротеатра «Станиславский» вдохновлен звуком, гортанным криком, пением актрисы, эмоционально и экспрессивно появляющейся на сцене. Костюмы для постановки «Визит дамы» безмолвно повествуют о человеческой душе и трансформациях в ней происходящих. А для оперы «Октавия» пришлось и вовсе прибегнуть к самым изощренным способам создания костюма, буквально на стыке искусства и науки. Главный художник электротеатра Станиславский, преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, дважды лауреат премии «Золотая маска» Анастасия Нефедова поведала об удивительном мире театрального закулисья очень многое, пока студенты завороженно глядели на экран проектора, дивясь задумкам художника. Это наиболее часто задаваемый вопрос, как придумывать
Поэтому мне показалось, что интересно поделиться своими мыслями, своими наработками и методологиями на эту тему, потому что каждый художник, будь то начинающий художник или зрелый, сталкивается с этим выбором, да, как придумать, как что-то сделать, как создать. И поэтому вот у меня уже накопилась какая-то коллекция такого рода методик, и я хотела с ней поделиться. Мне интересно было, как ребята отреагируют. Это время обмена прежде всего энергиями и живыми энергиями. И вот это, наверное, ключевое, то, что мне кажется прям достойно уважения, то, что абхазская сторона устраивает такие мероприятия и приглашает художников из разных стран и городов, и мы начинаем какой-то действительно заваривать энергетический поток новый. Анастасия Нефёдова поделилась, подобный обмен культурным опытом невероятно важен, а искреннее общение со студентами не может не воодушевлять. Студенты очень хорошие, мне прям замечательные, такие нежные, трепетные. Я очень рада, что получилась такая красивая встреча, как сегодня. Меня точно вдохновляет, потому что ребята действительно очень все восторженные, и это не может не отзываться, потому что у тебя приходят новые какие-то идеи, новые возникают вопросы, о которых стоит задуматься. Это очень хорошая практика, хороший тренинг, чтобы видеть другие идеи, других людей, наматывать себе как-то на ус, какие-то штуки новые себе придумывать. Для студентов факультета искусств прошедшие мастер-классы стали в некотором смысле открытием, ведь помогли расширить границы восприятия, иначе взглянуть на уже знакомую, казалось бы, деятельность и даже построить планы на будущее в профессии. Я в большом впечатлении после сегодняшней встречи с нашими гостями. Мне очень-очень понравилось. Было очень интересно. Многие моменты прям врезались в память. Надеюсь, такого рода мероприятия будут чаще проходить у нас. И почаще будут приезжать такие интересные гости. Очень полезные лекции проходят часто у нас на факультете. Это не исключение. Потом после этого мероприятия мы пообщались с нашими гостями. Они очень интересные. Надеюсь, наше общение на этом не прекратится. Мне очень все сильно понравилось. Было очень интересно и неожиданно, что такая профессия вообще существует. Они как проектируют костюмы, как они все такие необычные, еще и подключают студентов первого курса. Это меня очень заинтересовало. Я к ним подошла, тоже поговорила насчет этого. И в нашу следующую поездку в Москву я надеюсь, что я смогу с ними встретиться, и у нас что-нибудь получится. Меня очень заинтересовала эта работа и весь этот проект, и все, что они нам подготовили сегодня. Про дизайн костюма она тоже очень много полезных советов дала. Если честно, я даже не знала. Вот, особенно, когда она отправила свое резюме в Праду и туда. Мне очень заинтересовало это. Я думаю, я тоже такое попробую. Не факт, что получится, но все равно не буду бояться и стесняться этого. 9-й международный арт-пленэр продлится до 20 октября и завершится итоговой выставкой. В рамках масштабного проекта проходят и пейзажные пленэры, и выезды к живописным уголкам Абхазии, и мастер-классы. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Страница истории. 16 октября 1966 года родился Александр Бардадым, поэт-переводчик, воин, доброволец, кавалер ордена Леона. Учился в литературном институте имени Горького на отделении перевода в абхазской группе. Переводил стихи абхазских поэтов с оригинала. Входил в поэтическую группу орден куртуазных маньеристов. В первые же дни войны присоединился к отрядам добровольцев, которые пришли в Абхазию, чтобы сражаться за ее свободу. В походе Бардадым написал стихотворение «Над грозным городом раскаты», ставшее гимном добровольцев. Был военным корреспондентом, писал стихи, печатавшиеся в боевом листке, воевал на Гумистинском фронте, ходил с диверсионным отрядом в тыл врага. Погиб 9 сентября 1992 года, похоронен в Новом Афоне. В 1993 вышел первый сборник его стихов «Прорваться за грань», затем сборник стихов «След крыла». В 2011 году в Сухуме была издана книга «Раскаленное время», в которую вошли стихи, переводы, статьи поэта.
16 октября 2010 года в Сухуми руководители государственных таможенных служб России и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. 16 октября 2010 года в Сухуми подписано соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации об условиях организации прямого международного железнодорожного сообщения и о сотрудничестве в области морского транспорта, о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. 16 октября 2010 года в Сухуми подписано соглашение между Министерствами культуры Абхазии и России в области сохранения, изучения, популяризации государственной охраны памятников истории и культуры. 16 октября 2010 года в Сухуми открылся Дом русской книги. В конце выпуска премьера музыкального клипа. На канале Абаза ТВ стартует новый проект «Песня «Соловьиная трель», в котором ретро-композиции будут звучать в новом, современном исполнении. Проект открывает премьеру шуточной песни «Очара» в исполнении группы «Братья Ферзба». Музыка Отара Ферзба, стихи Владимира Ахиба. Этой композиции уже 40 лет. Сегодня квартет «Братья Ферзба» продолжает традиции абхазской песни. В свое время, много лет назад, именно их родители создали семейный ансамбль народной песни. Автор проекта – руководитель телеканала «Абаза» Руслан Хашик, режиссер Виола Кукоскир. Чахыларги хашта, знык тахганда злашта, знык дыл цаштахты цыраде да шашты цыр. Вамураду суама, лапчахар хайшвама, хаба цоя хацихыр, хемсхалада хамихыр, хемсхалада хамихыр. Варада, гурга чара, варада, вахатия чара.
В завершении выпуска прогноз погоды. С 17 октября ожидается ночью облачная погода, днем преимущественно ясная, без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный, 1,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21. Температура морской воды плюс 19. Относительная влажность воздуха 60-80%. У меня на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.